Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Камрате создадут музей медицины. В Чедерлунге откроют летний лагерь. 1 июня во всех городах автономии отметят День защиты детей. Инициативная группа в муниципе Камрат начала работу по созданию уникального музея медицины, который будет располагаться на территории районной больницы. Задача инициативной группы – собрать исторический материал о развитии медицины в Гагаузии и придать старому зданию больницы статус памятника культурного наследия. В состав инициативной группы вошли представители примарии, муниципального совета, медработники, педагоги, журналисты, предприниматели и волонтеры, которые оказывают содействие в реализации проекта. Группа призывает неравнодушных граждан присоединиться к их делу и пожертвовать экспонаты, документы и фотографии для будущей экспозиции Музея медицины. В Чедерлунге откроют летний лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальной спортшколе имени Кеорогла. Открытие первой смены состоится 24 июня. Такое решение приняли на заседании местного совета. Всего запланировано 5 смен длительностью по 10 дней. 1 в июне, 2 в июле и 2 в августе. В каждую из групп будет набрано до 25 детей. Таким образом, местные власти планируют охватить 150 городских детей. Возраст детей с 7 до 11 лет. В работе задействуют педагогов образовательных учреждений города, а также специалистов и тренеров Единого культурного центра и спортшколы имени Кеорогла. В программе запланированы спортивно-оздоровительные, творческие образовательные мероприятия, экскурсии, плавания и походы. Филиал ГАЗ Камрат сообщает о том, что в связи с планово-профилактическими работами и на основании технического соглашения между Молдова Трансгаз и Гагаузгаз на 2024 год с 10 по 14 июня будет прекращена подача природного газа всем потребителям муниципии Камрат. 1 июня в Парке Победы города Чедерлунга состоится праздничная программа для самых юных жителей. Мероприятие стартует в 11 часов. Детская развлекательная программа с участием воспитанников детских садов и Единого культурного центра. Завершится программа детской дискотекой. Также праздничные мероприятия состоятся во всех городах автономии. Марш в поддержку европейского пути Республики Молдова запланирован на 1 июня в Кишиневе. Депутат Евгений Синкевич объявил о мероприятии, которое поддерживают 13 молодежных организаций. Он подчеркнул, что большинство молодых людей страны поддерживают европейскую интеграцию. Мероприятие станет площадкой для обсуждения будущего страны перед референдумом 20 октября. Евродепутат Зигфрид Муришан призвал проинформировать граждан о пользе Европейского Союза. Марш начнется в сквере Уник и завершится перед зданием парламента. Заведующий отделением и нарколог из районной больницы Архей фигурируют в уголовном деле о коррупции. Их обвиняют в получении взяток за ускорение процесса выдачи медицинских справок водителям и кандидатам на водительские права. Национальный центр по борьбе с коррупцией провел обыски. Подозреваемые требовали суммы до 1500 леев для ускорения процесса, оказавшись в 15 эпизодах коррупции. Министр здравоохранения Алла Немиренко заявила о нулевой терпимости к коррупции и призвала подозреваемых уйти в отставку. По данным Национального бюро статистики, к 23 мая было переписано около 1 331 000 жилищ и около 1 952 000 человек. Национального бюро статистики отметило, что это включает как занятые, так и незанятые жилые помещения.
Муниципалитеты с самым высоким уровнем переписи включают Анений, Ной, Унгены, Теленешта и другие. Национальное бюро статистики призывает население оставаться открытым для участия в переписи, которая продлится до 7 июля. Это мероприятие, проводимое раз в 10 лет, предоставит данные для разработки государственной и местной политики для экономического и социального развития страны. Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.